Итак, добрый день, добрый вечер, скорее даже, уважаемые любители ММА. Мы ведем прямой эфир с открытого турнира по смешанным боевым искусствам памяти Юрия Мильдзихова, нашего выдающегося спортсмена, который, к сожалению, 6 лет назад ушел от нас. Он заслуженный мастер спорта, чемпион России и Европы по вольной борьбе, участник Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по сумо, также чемпион России по боям без правил. Только что завершились основные бои финальные среди любителей, и сейчас начинаются главные бои, которые пройдут по правилам профессионалов. Я совсем забыл представиться. С вами сегодня будет Константин Дзываев и Георгий Цгоев. Добрый вечер всем любителям смешанных боевых единоборств. Мы с Константином сегодня тоже дебютируем в этой роли. Да. Так что мы постараемся сделать... Строго не судите. Нет, да не строго судить, мы постараемся сделать максимум, выжать из себя, чтобы телезрителям было интересно смотреть эти бои. Итак, у нас первый бой будет Сослан Джабиев, представитель нашей республики. Он является бойцом клуба «Звезда». Основной у него вид спорта – это рукопашный бой. Ему 21 год, рост 190 и вес 90 килограмм. Его соперник сегодня представитель Кабардино-Балкарии Артур Пшигатыжев. Это более взрослый соперник. Ему 29 лет, рост 172, вес 93 килограмма. И базовый вид спорта у него грэпплинг. Кстати, он представляет клуб «Гладиатор», да. Расскажем телезрителям то, что предваряли все, так сказать, главные события вечера, бои любителей. Было много очень интересных боев молодых спортсменов. Кстати, Сослану Джабиеву всего 21 год. Он гораздо младше Артура Пшигатыжева. Стоит отметить, что очень много любителей смешанных единоборств сегодня во Дворце спорта «Динамо» собралось. Да, зал забит под завязку. А вот даже на балконе практически нет свободных мест. И, Константин, мы начинаем. Пожелаем бойцам удачи. Да, удачи и самое главное, без травм. Да, самое главное. В черных шортах Сослан Джабиев, в красно-белых Артур Пшигатыжев. Ну что, let's get ready to rumble. Итак, начался у нас бой. Сейчас посмотрим. По сути, Пшигатыжев, я думаю, сразу, раз он представитель... Без разведки идут они в бой. Грэпплинга. Ой, хороший правый, и он уронил его. Какой удар правой проходит у Сослана Джабиева. Сейчас попытка добивания. И все, бой остановлен. Браво, браво, Сослан. Просто великолепный удар у него получился с правой. Буквально понадобилось 30 секунд, да, примерно? Да, примерно так, очень быстро. Очень быстро закончился у нас первый бой, и мы поздравляем Сослана Джабиева с этой великолепной победой, нокаутом. Первая победа Сослана в профессиональной карьере ММА. И пожелаем ему дальнейших успехов. Отличная победа. Я думаю, никто не скажет, что это был какой-то счастливый удар, лаки-панч, так сказать. Да, безусловно, это очень хорошо попал. Обрати внимание на это. И, по сути, после этого там было небольшое замешательство, но все равно он все-таки добил своего соперника. Да. Вот сейчас награждает спортсменов брат Юрия Мильдзихова Владимир. Большой молодец Сослан.
Поздравляем еще раз Аслана Джабиева и желаем большой удачи в будущем. Итак, сейчас объявляют следующий бой. У нас будет представлять республику Григорий Гукаев. Вот он выходит. Да, кстати, у обоих профессиональный дебют сегодня. У них достаточно уже побед на любительском уровне ММА. И вот сейчас каждый из них, можно сказать, открывает дорогу в профессиональный спорт. Пожелаем обоим удачи и будем надеяться, опять же, чтобы все обошлось без травм. Да, чтобы вам было немного понятней, Григорий Гукаев в белых шортах, а Юсуп Умаров в черных. Вот. Сразу без разведки. Ну, молодые бойцы горячие, они сразу идут в размен, да? Да, и вот понятно Умаров сразу перевести то, в что... парту бой и переводит успешно. Да, понятно сразу то, что чеченский спортсмен перевел бой в партер, потому что базовый у него спорт — это вольная борьба. И все мы знаем, где как не в Осетии, скорее, Да, знать да. то, как любят борцы проходить в ноги. Ну, справедливо отметить, что несмотря на то, что в Осетии любят проходить в ноги, в Осетии еще знают, как не давать проходить в ноги. Да, Так это что будем тоже надеяться, верно. что Григорий Гукаев справится с этим проходом профессионально, как может. Вот, кстати, поднимаются Умаров борцы, всё-таки- но Ой, вновь, хороший да, бросок. хороший тейкдаун получается у Умарова. Так как ММА очень молодой вид спорта, Константин, я думаю, что на судей производит впечатление именно вот эти слэмы, броски, очень амплитудные проходы в ноги, иногда даже больше, чем работа в стойке. Да, между прочим, в принципе, по некоторым боям, даже в таких серьезных организациях, как UFC, бывает заметно то, что именно тейкдауны определяющую роль играют. да. Если, например, вспомнить вот такой, наверное, бой, который можно назвать экстра боем, да, Джонни Хендрикс и Джон Сент-Пьер. Там Совсем было недавно. видно то, что... Да, извини, вот сейчас Вот перейдем. серьезный Вот такой размен, размен. еще один. Так, Юсупов пытается прижать к стенке Гукаева и опять перевести бой в партер. И у него это успешно получается. Еще не получилось и получилось. Да, очередной тейкдаун. И я думаю, вот этими своими приемами Юсупов нарабатывает себе баллы. Сейчас попытка удушения, да, будет, по-моему, у Да, Юсупова. насколько мне видно тоже, да. Нет, он я оставил думаю, эту пока просто затею. работает в партер. И вновь в стойке. Так вот, обрати внимание, что Сент-Пьер, по сути, за счет своих тейкдаунов, особенно в последнем раунде, и победил. Да, вырвал Хотя- победу. Хотя я немного Хороший не... правый. Ой-ой-ой, какой удар. Сейчас соперника Гукаев. И все. Да, и Умаров переводит бой в партер. Да, вот Это лучшее спасение, пошатнул тебе хочу только сказать, что. когда тебя потрясли, я думаю, перевести бой в партер. Молодец, Умаров не растерялся, несмотря на то, что он дебютирует, он был потрясен этим ударом с правой, но молодец, сумел собраться. А вот по сути сейчас мы видим классическое противостояние ударника и борца. Раунд на самом деле был довольно интересный, да, если учитывать, например, вот 2 или 3 тейкдауна, которые провел Умаров, да, но в то же время и Гукаев в конце набрал, я думаю, вот этими 2 ударами, да, он смог выровнять положение. И Да, и- даже непонятно вот сейчас, кому отдавать Как посмотрят на предпочтение. это судьи? Да, кстати, надо напомнить нашим зрителям то, что здесь у нас правило 2 раунда по 4 минуты, и если не выявляют победителя судьи, то добавляется еще один экстра раунд. Я не могу разобрать, что кричат болельщики. Да, если честно, очень сложно услышать. Такой гул Может, они стоит в кричат зале. Гриша, поддерживая нашего спортсмена.
может быть USA. Они пророчат ему большую карьеру и, не знаю, я не могу разобрать. Будет интересно посмотреть, как восстановился Юсуп Умаров после пропущенного удара. Концовки. Потому Я думаю, сейчас пришелся сразу прям он в челюсть. пойдет в партер, будет переводить в бой. Очень свежим выглядит Гукаев, я думаю. Все зависит от того, в какой форме Умаров, потому что любое потрясение и пропущенный удар очень сказывается на абсолютно на всем, как бы, на всех действиях организма. Ой, опять пропускает Ой-ой-ой, Умаров. хорошая Хорошую двойку серия провел была Гукаев. у Гукаева. Очень собрано, очень как хороший. Обрати внимание, Боксер как он действует, заряжен, Гукаев. как, Да, он как заряжен такой на удар. заправский боксер, да? Хороший блок, блокирует удар Умаров и... И опять Умаров переводит в партер. Я В прошу принципе, прощения, Гукаев хорошо блокировал ответную атаку Умарова. вот сейчас спину отдал Гукаев. Это довольно неприятное положение у него Может быть сейчас. очень опасным. Но ты знаешь, Да. мне кажется, что не так уже живо он смог перевести этот бой в партер. Потому что в первом раунде все-таки он очень быстро заходил в ноги и переводил быстро. Видишь, сказывается, я думаю, пропущенные удары. Ну, может быть, плюс он пропустил только Да. что еще немного. Ну, вообще надо отдать должное обоим бойцам. Очень неуступчивые у нас сегодня соперники. Я думаю, как дебютанты они хотят себя проявить с самой хорошей стороны. И опять попытка перевода боя в партер от Умарова. Это очень изматывает, знаешь, и Конечно. очень изматывает это все. Что самое удивительное обоих бойцов. Сейчас Я думаю, Прижал Григорию к нужно сетке, постараться да, убрать Григорий. голову от сетки, тогда ему будет Да. удобнее, да. вот он немного Выйти с этого перевернулся. положения. И вот сейчас Опасное в положение. очень для неприятном Гукаева. положении находится Григорий. Ему нужно что-то предпринимать. Вылезти из такого... И не отдать спину, самое главное, это очень опасно. Вот, кстати, вот сейчас пытается забрать спину Умаров. Опасное положение. Рефери внимательно Попытка смотрит удушения Умарова. на происходящее. Нет, не получается. Гукаев там... Небольшая остановка, я не понял, почему, Константин. Вроде как Умаров... Да, просто в Работал в стойку. партере. Что? Может быть, там был удар по затылку. Да, мне тоже так может быть, да. К сожалению, повторы мы не можем показать. И опять Умаров переводит бой в партер. Да, Умаров использует свои сильные стороны, это очень мудрое решение. Да, безусловно. И он изматывает Гукаева этими всеми подходами. Они как бы, это все очень сильно сказывается. Тем более первый профессиональный бой, ребят. И пропускает пару хороших ударов Гукаев. Ну, Закончился второй раунд. И опять же, да, здесь были точные удары Гукаева и точно так же очень хорошие проходы в ноги и броски от Умарова. Посмотрим, какое сейчас решение примут судьи. В том, как бойцы показали свой базовый вид спорта, наверное, Умаров более зрелищно продемонстрировал борцовские качества, потому что все-таки успешных переводов в партер у него было больше, чем успешных атак Гукаева в стойке. Ну, посмотрим. Если честно, мне кажется, что сейчас будет экстра раунд. Будет интересно посмотреть на это. Сейчас судьи совещаются. Спортсмены пока отдыхают, восстанавливают силы. Но мы, наверное, расскажем немного о Юрии Мильзахове. Наверное, он был, его по праву можно назвать одним из первопроходцев остинских боевых единоборств от Осетии. И вот, внимание, решение судей. Что, держим кулачки за Григория Гукаева. Поздравляем представителя Чеченской Республики Юсупа Умарова с очень интересной, красивой победой. Юсуп, поздравляем вас с победой. Как можете прокомментировать бой? Ну, соперник был очень
Всевышний дал мне силу. Вот поэтому выиграл. Ожидал, что соперник такое сопротивление окажет? Ну, нет, не ожидал, соперник будет такой сильный. Ну, в принципе, я его не видел в боях. Вот поэтому не ожидал. Ну, физически очень сильный соперник. Поздравляем с победой. Счастливо. Итак, мы продолжаем нашу трансляцию. У нас третий бой. Вышел представитель Чеченской Республики Арсен Шавлаев и Роберт Рамазанов. и вот сейчас выходит Роберт Рамазанов, представитель Республики Северная Осетия Алания. Ты знаешь, на первый взгляд, людям, которые смотрят, ну не так давно, может быть, смотрят смешанное бои единоборства, тяжело понять, какой из этих 8 углов синий или какой красный. Мы признаемся, нам тоже тяжело понять, но я, честно, не обращал внимания, что здесь есть синий и красный угол кости. Да, вот сейчас вы видите статистику, видите данные спортсменов. На 2 года старше представитель Чеченской Республики. Вес у них, в принципе, одинаковый, на 400 грамм больше Юсупов. Ой, Шавлаев, простите. И Бой начался. попытка хай-кика была со стороны Шавлаева, и бой переводится в партер. Да, вновь. Кстати, это Шавлаев тоже представитель вольной борьбы. И опять классическое противостояние борца и вольника. О, боксера и вольника, прошу прощения. Да, вот Роберт Рамазанов пришел в ММА из бокса. Демонстрирует навыки джиу-джитсу Роберт Рамазанов. И попытка проведения удушающего. Нет, не получается. Выскользнул Арсен Шавлаев. Итак, продолжается бой. Вот сейчас Шавлаев пытается схватить ногу Рамазанова. Но, как мы знаем, скручивание пятки запрещено На этих да. соревнованиях, да. И поэтому судья останавливает сейчас бой. И похоже, что Роберт Рамазанов получает травму. Я правильно понимаю, что были нарушены правила со стороны Арсена? По-моему, да, потому что, вот я же говорю, бой остановили сразу после того, как Шавлаев схватил ногу соперника. И сейчас небольшая травма, видимо, у Роберта Рамазанова. Ну, неприятно, конечно, что такая остановка у нас. И врачи Вообще, заморозкой обрабатывают, да, ногу, как я Да, вижу? да. Вообще мне, если честно, совсем не ясно, почему Шавлаев полез скручивать пятку. Это у ребят тоже дебют сегодня. Ну и все мы знаем то, что по правилам любительского ММА скручивание пятки запрещено, по-моему, в любой организации. Но дисквалификация, не могу услышать, что говорят. Бой остановлен, правильно, Константин? Да, я так понимаю, что... Ну, судя по тому, как хромает Роберт, я думаю, будет очень тяжело продолжать бой. Потому что он практически не может наступить даже на правой ногой. Все запасы заморозки уже использовали медики. Но Да, и вот сейчас ждем судей, посмотрим, какой вердикт они вынесут. Ну, я, честно, не бой понимаю, что остановились- происходит. Раз бой остановили, значит, я думаю, что будет дисквалификация. Ну, потому что, я думаю, продолжать будет Роберту очень тяжело с такой травмой. Очень неприятно, конечно, что такое случилось у нас на соревнованиях.
Вообще хочу сказать, что очень дружественная атмосфера здесь, да, во дворце спорта «Динамо». Представители разных республик Северо-Кавказа здесь, и все очень хорошо уживаются, и мне кажется, это очень хорошее начало. Не так часто у нас проходят соревнования по смешанным боевым единоборствам. Так и должно быть. Спорт должен объединять. И ввиду дисквалификации Арсена Шавлаева, который нарушил правила, Роберт Рамазанов побеждает этот бой. Но Да, одерживает победу представитель Отделался Республики не- Северная Осетия Алания. Малой Ну крови, что ж, я скучной могу сказать, пяткой. что очень жаль. Вообще, я думал, что будет очень интересный бой у нас. Но, К сожалению, да, не может быть, получилось. эмоции, и человек забыл о правилах, которые ему рассказал перед началом боя рефери. Да. Но что нам остается? Только пожелать удачи бойцам. И поменьше нарушать правила. Ну да, теперь уже и это можно желать. Так, вот Возвращается опять Роберт. вернулся, да, в октагон. Восьмиугольник, в октагон. И мы до сих пор не можем понять, что происходит. Сейчас будет награждение. Награждает победителя близкий друг Юрия Мильдзихова, наш министр по делам национальностей Сослан Фраев. Он на самом деле ради дружбы готов был на великие поступки. Вот его лицо у меня всегда перед глазами, такой с улыбкой, с таким открытым взглядом. Такая от него исходила всегда надежность, доброта, вот какая-то богатырская именно вот это спокойствие и одновременно какая-то надежность. Вот это был Юра. Юрий Мильдзихов, для близких просто Юха. Его не стало 6 лет назад, выдающийся астинский спортсмен, которого отличало умение ставить перед собой и достигать, казалось бы, самые недостижимые цели. Он не раз выигрывал молодежные чемпионаты Советского Союза и России по вольной борьбе, становился победителем престижных международных турниров, а в 90-х годах считался одним из лучших в России борцов-тяжеловесов. В 90-х и 2000-х Мильдзихов становится чемпионом России, участвует в Афинской Олимпиаде 2004 года. Он обладал невероятной силой и физическими данными, и этот дар удивительно сочетался в нем с душевной добротой и отзывчивостью. Но на самом деле это чистый вольник, и все его заслуги, все его успехи связаны именно с вольной борьбой. Там, где он находился, всегда были шутки, была радость и хорошая атмосфера общения. Вообще Юра был удивительно обаятельный и красивый парень. Красивый во всем, чисто внешне. Я даже когда-то говорил: ну, Юра, я говорю, твое место вообще в кино, ты должен сниматься где-нибудь в Голливуде. Он в детстве рисовал себя на бумажке олимпийским чемпионом. Но, к сожалению, так получилось, что не подошел он к этому высшему достижению. Если бы вам предложили создать универсальный, идеальный образ своего соперника, какими качествами своих коллег по команде по сборной вольной борьбы Республики Северная Осетия вы бы его наградили? Что у всех моих друзей, у всех железный стержень внутри есть, несгибаемый. Вот, так что стержень можно брать у любого, подойдет. А чисто профессиональные качества, то тактику, голову я взял бы Сослана Фраева. У него хорошая голова. В борьбе мыслит очень грамотно. Выносливость и волю Зелима Ахмадова. Мышечное чувство соперника.
Вити Гизоева и реакцию Рустема Келихсаева. Желание победить Жорика Касинова. Характер свой бы оставил. Юра был фанатиком борьбы, в хорошем смысле этого слова. Он тренировался каждый день, бывало по 2, по 3 тренировки. Помню, как, приходя домой, как мы выжимали его майки, мокрые от пота. Помню, как он меня брал на плечи и забегал вместе со мной на Сапицкую будку. Конечно, он трудился с желанием побеждать. Перед каждым поединком он доставал из сумки натуральную подкову, она была такая вся поржавевшая. И самое интересное, что на этой подкове была бантиком завязана красная ленточка. И вот перед тем, как выйти на ковер, он поднимал эту подкову, целовал ее, значит, прикладывал ее к колбу, потом клал ее опять в сумку спортивную, выходил на ковер. И самое интересное, что сколько раз я наблюдал целующим его подкову и выходящим на ковер, он всегда добивался успеха. То есть ему поднимали руку как победителю. Он был очень честный. И самое главное, был честный перед собой. Не только перед кем-то. И он это с детства так говорил. Надо быть всегда честным. Чтобы, если что, первым над собой или посмеяться, или первым себя же обвинить, если ты что-то не то сделал. Я помню, как он взял меня первый раз на тренировку, и на первой же тренировке стал со мной спарринговаться. И сделал мне прием через бедро, после чего я потерял сознание на минутку. Может быть, после этого у меня пропало заниматься желанием борьбой. Соревнования будут проводиться по смешанным единоборствам, так? И здесь тоже мне хочется сказать, почему именно Юра вот пошел, почему он вдруг стал заниматься таким видом спорта. Наверное, потому что у него был всегда характер бойца, именно бойца. При всем том, он мог в самой такой тяжелой ситуации мог не сплоховать, пойти в бой, куда хочешь, не дай бог, да, воевать. Но я представляю, вот была бы война, да, вот таких, как Юра, наверняка и шли впереди всех. Вот такой был парень. К сожалению, мало ему довелось прожить, но он оставил яркий след. И в первую очередь в наших сердцах. Я бы хотел, чтобы ребята, которых я тренирую, были похожи на него. Мне хочется, чтобы вот ребята, которые будут выступать и на турнире вот его имени, они помнили о том, что Юра, при всем том, что в таком даже жестком виде спорта, он всегда оставался очень и очень человечным. Итак, мы вновь в спорткомплексе «Динамо». Только что была минута молчания, посвященная памяти Юрия Мильдихова. И мы продолжаем. Сейчас будет показательное выступление представителей восточных смешанных единоборств. Ну, не смешанных, восточных единоборств. Да, представители айкидо сейчас выходят в октагон, что в принципе, скажем так, нестандартно. Ну, с одной стороны, да, конечно, здесь ММА, но надо признать, что каждое единоборство, они представлены в ММА, и, наверное, это интересная задумка организаторов, то, что на каждом турнире показывать отдельную частичку смешанных единоборств, в данном случае айкидо. И давайте внимательно посмотрим, что она покажет. Я думаю, каждый, кто смотрит на какие-либо выступления
представители айкидо вспоминает Стивена Сигала. Я только что об этом подумал. И как тут не вспомнить, что он помогает очень часто в подготовке к боям ведущих бойцов мира. По сути, Стивен Сигал? Да, он помогает, по-моему, и Андерсону Сильва, и Лиото Мачидо, Ну, кажется, с ним я тренировался. честно признаюсь, не знаю, как насчет оправдания. Все-таки он голливудская звезда, хотя он очень серьезный в прошлом сам спортсмен. Но мой любимый элемент, я из фильмов знаю, если честно, Стивена Сигала, только никогда не смотрел его как спортсмена. Это вот, когда он прикусывает нижнюю губу и начинает истреблять своих соперников. Я думаю, что вот этот элемент айкидо я бы выучил самым первым, если бы занялся айкидо. Кстати, разговор о Стивене Сигале. Стивен Сигал утверждал, что это он именно научил Лиото Мачиду Андерсона Сильва этим ударом ногой. Да, когда они... Когда он вырубил Витора Белфорда Силва, да. а Мачида, если я не ошибаюсь, Рэнди Кутюра. Нет, Фореста Гриффина. Нет, тогда Сила вырубил Белфорда, когда он ударил его ногой в первом раунде и попал прямо в челюсть. И, конечно же, мастер... Нет, я имею в Стивен, виду то, наверное, что тоже Лиото смотрит Мачидо нашу вырубил. Трансляцию. Как я понимаю, это, наверное, тренер спортсменов более возрастной. Ты знаешь, я вот так вот смотрю, реально очень много приемов можно использовать в ММА. Бросковая техника, да, она ничем не уступает тому же дзюдо. Я признаюсь, я не разбираюсь в айкидо, но я думаю, многие элементы болевых приемов и бросков, тем более они выступают в кимоно, я думаю, это взято из дзюдо. А стоит вспомнить, что чемпионка в UFC сейчас Ронда Роузи, она призерка Олимпийских игр по дзюдо. Я думаю, дзюдо очень хорошо подходит под ММА, так же, как и айкидо. Да вообще любые единоборства, да. они... Того же Гектора Ломбарда можно взять, Тоже представитель дзюдо. Представитель дзюдо и участник Олимпийских игр. И одни из самых больших звезд смешанных единоборств, такие как Лиото Мачидо и Джордж Сен-Пьер, они вышли из карате. Так что я думаю, многие просто недооценивают эти виды спорта, потому что это кимоно и так далее, так, можно сказать, клише. Все думают, что только боксер или борец по-настоящему силен. Но нет, представитель любой школы единоборств может удивить своего соперника своей техникой. Да, безусловно. Даже двоих одновременно. Вот так вот можно победить, если ты занимаешься айкидо. Вот такой бросок. Да, обрати внимание, айкидо, оно, я так понимаю, направлено на то, что ты использовать силу используешь соперника против силу, него да, самого. соперника, который он применяет по отношению к тебе. Как и во многих восточных единоборствах, можно посмотреть, что мастер очень легко это все делает, абсолютно невозмутимо и как будто бы не напрягаясь. Я думаю, это и есть самый большой признак профессионала, когда ты смотришь на него и тебе кажется, что это очень легко. А на самом деле этому предшествовали годы и годы тренировок, и это очень серьезная техника. Да, большое спасибо представителям большое спасибо. айкидо, да, за такое замечательное выступление. И сейчас мы продолжим. Вот судья уже вошел в октагон. Но мы возвращаемся к ММА. Да. То, ради чего мы здесь сегодня собрались все. И сейчас у нас будет 4-й бой. Сейчас, когда в перерыве между боями показывали ролик про Юрия Мильзахова, я вспомнил, что когда я еще занимался на «Спартаке» вольной борьбой, я помню, когда Юрий, это было в конце 90-х, я был еще тогда школьником, я помню, как Юрий Мильзахов приходил, и я помню, как в ролике был эпизод, когда он бьет шину. Да. И вот я хорошо это помню, когда он бил шину на «Спартаке», и, наверное, я сейчас понимаю, что Юрий был
или как все его называли в Владикавказе, Юхан был, наверное, в моей жизни первым бойцом из смешанных единоборств, кого я увидел вживую и увидел, как он готовится к бою. И, может быть, даже это предопределило лично мою любовь к этому виду спорта, потому что я большой фанат всю жизнь. Мы оба большие фанаты всю жизнь, да. Потому что, ну и, может быть, это... Вообще, я думаю, что любой мужчина не может, ни один мужчина не может, настоящий мужчина, остаться равнодушным, глядя на вот то, что происходит либо в октагоне, либо в ринге. Да, конечно. Если драться, то только в октагоне, да? Выяснять отношения, да, как настоящий мужчина, соблюдая правила. Бои без правил — это не то, что мы видим. Многие думают, что это бои без правил. Нет, это не бои без правил. Это строго смешанные боевые единоборства. Регламентированный, регулированный спорт. Да, что, кстати, что вы могли увидеть в последнем бою нашем, когда соперника дисквалифицировали, когда бойца дисквалифицировали за скручивание пятки. Да, может показаться, что только один человек следит за происходящим в ринге, рефери, но на самом деле вокруг восьмиугольника еще двое судей, которые внимательно смотрят за происходящим, так что... Да, и судейская комиссия, тоже, которая сидит вот неподалеку от октагона. Да, 3. Да, и вот объявляют сейчас нам бойцов для следующего боя. Опять-таки представитель Чеченской Республики Саид Магомед Абзатов будет биться против нашего Вячеслава Гагиева. Для Саида Магомеда Абзатова это дебют, а у Вячеслава Гагиева это уже седьмой бой на профессиональном ринге. 4 победы и 2 поражения у него. В принципе, достаточно неплохое начало, да? Да, неплохой опыт за плечами Гагиева. И, наверное, дебютанту будет, наверное, сложно справиться с этим, потому что все-таки Вячеслав опытный уже боец. Да. Кстати говоря, сам Гагиев, его вес около 61 килограмма, а его соперник тяжелее килограмм на 5 примерно. Мы сейчас видим в бое в весовой категории 66 килограмм. То есть Гагиев недовесок, да? Да. Ну, я думаю, что Гагиев собирается компенсировать разницу в весе своим опытом. Посмотрим, как это получится сейчас у него. Да, опять же, удачи соперникам. Напомню, что Гагиев в белых шортах, а Хусейнов в черных. Я прошу прощения, Абзатов. Собрано начинает. Гагиев, хорошая двойка. Классический левый-правый. И переводит бой в партер. Хороший слэм, да, в лучших традициях Рэмпейджа. Я не знаю, слышно ли зрителям тот звук, во время который происходит, когда соперники опрокидывают друг друга на настил октагона. И судья останавливает. Во всяком случае, нам очень звонко. Да, нам очень звонко и слышно, да. Иногда я боюсь, что даже может провалиться пол. Очень собран Гагиев. Все-таки да, опыт вот. Это такое дело, что... Спиннинг бэк. Удар с разворота ногой. И опять пропускает Абзатов удар правой рукой от Гагиева. Вот. Аккуратно достаточно действуют соперники. Вот первым номером начал действовать Гагиев. И так поджимает своего соперника. Ну, уже понятно, что Гагиев очень разносторонне развитый боец. Он и переводит бой сам в партер по своей инициативе и работает очень интересно в стойке. Да, он, кстати, представитель и вольной борьбы, и боевого самбо. Очень большой опыт у него за плечами. Я думаю, хорошие 2 удара прошли у Гагиева.
Видно, что Гагиев... Ой, хороший хайкик. Ой, пропускает колено Гагиев в размене, но переводит бой в партер. Сейчас главное не дать сопернику, не отдать шею и не позволить ничего сделать. Да, вот вроде бы сначала, да, так хорошо попал, а потом на встречном движении его словил Абзатов. И очень неприятный удар получил Гагиев. Очень разносторонний Гагиев. Он бьет и ногами, и руками, переводит. Ой, к сожалению, вот у нас, прошу прощения за ой. Удар ниже пояса. Дает рефери время на восстановление Гагиев, но он... Да, он всем своим видом показывает то, что готов продолжать бой. Да. Да, вот очень, вот даже со стороны, да, вот заметна заряженность на... Настрой, да. Заряжен не только на бой, но и на удар. Готовит правую, да? Интересная техника ударов ногами у Абзатова. Очень разнообразная. И еще один проход в ноги. Я думаю, сейчас немного будет работать Гагиев в партере. Пока держит правую руку Абзатов, Гагиев не дает. И первый раунд заканчивается у нас. Очень напряженный, интересный первый раунд. Так как это одни из первых, не так часто в Осетии проводятся соревнования по смешанным единоборствам, и приходится выходить соперникам. Наверное, телезрители думают, куда они уходят. Секунданты. Ну вот показывают нам, вот, кстати, сейчас тоже близкий друг Юрия Мильдзахова. Это многократный наш чемпион мира по армрестлингу и сумо был Алан Караев. Выдающийся армрестлер. Один из самых ярких представителей нашей школы армрестлинга, который доминирует по сей день на мировой Между прочим, и в смешанных единоборствах он да, я помню, как он дрался в Прайде, да, эти бои я хорошо помню. Так что тоже очень важная фигура, да, среди гостей. Да. Тоже один из первопроходцев. Я помню, когда он дрался в Прайде, а Руслан Караев, наш чемпион мира по кикбоксингу, тогда выступал в К1, и нельзя было не испытывать гордость, что два осетина, тем более одна фамильца, дерутся на тот момент главной арене ММА и кикбоксинга. И начало второго раунда. Не стали долго вот сейчас пошел вперед чеченский боец. Видимо, понимает, очень пытается то, что не очень удачный провел первый раунд. И вот сейчас в очень неприятном положении находится Гагиев. И ввиду того, что он меньше своего соперника, я думаю, вылезти оттуда будет проблематично. Видимо, тренера Абзатова дали ему очень грамотный ЦУ, что он сразу так перевел бой в партер. Но посмотрим, как Гагиев выйдет с этого положения. Прижимается Гагиев, в принципе, правильно делает. Да, я думаю, сейчас ему стоит правой ногой упереться в сетку и развернуться. Вот и что он делает, да, по сути? Отличная попытка, и Гагиев почти что... Нет, немного не хватило. Опять же, все это за счет того, что не хватает веса ему. Да, разница в весе чувствуется в таких противостояниях, особенно в партере. Болельщики скандируют «Алания». «Алания, Алания». Мы не можем не вспомнить историю о нашем прославленном клубе «Алания», в который, кстати, в футболке вышел Гагиев на бой. Печальная история, не будем о ней. И возвращает стойку бойцов рефери. Я не могу очень много рассечения у Гагиева или пока что сечка, да? Наверное, сейчас позовут доктора. Да. Легкая сечка у него, но я думаю, там о завершении поединка даже речи нет.
Сейчас, Да, когда бой идет так плотно и в партере, не может быть, это был удар головой, потому что я не видел хороших попаданий, точных попаданий. Ты знаешь, прям в лицо. мне кажется, что это был тот самый удар коленом, который на встречном размене. движении попал, да? Ну, вроде все в порядке с Гагиевым, мы продолжаем. Самое главное, оба соперника хорошо дышат, и нас ждет захватывающий бой. Да. Вот этот, кстати, вот эта пауза была очень полезна обоим бойцам, Да. потому что много сил они затратили в партере. Ну, а выигрывают от этого только зрители. Ну да. Мне кажется, сейчас Абзатов опять будет пытаться перевести бой в партер. Сейчас посмотрим. Присмотрелся в первом раунде, я думаю, Абзатов к Гагиеву и уже действует более уверенно и как-то более, наверное, осмысленно. Он явно... Есть тактика у него. Да. Не просто это размены, не просто как бы... Кстати, оба бойца буквально недавно узнали, Хороший что удар правой. Да, что будут драться между собой. И я вот... Ой, И какой перевод в партер, хороший отлично. перевод. Хороший бросок получился у Гагиева. И вот сейчас занимает выгодное положение. Напомним, что удары локтями запрещены, хотя с этого положения было бы очень интересно поработать именно локтями Гагиева. Он бы мог нанести очень большой урон сопернику. Но он работает по корпусу, и это очень Если правильное он решение, я думаю. сейчас сможет освободить свою ногу, то и коленом можно поработать. Очень Сколько хорошая остается у нас защита, до кстати, конца? у Абзатова. Обрати внимание. Для дебютанта Абзатов действует очень осмысленно и грамотно, да. И бой заканчивается. Посмотрим, что скажут судьи. Да, кстати говоря, вот мне кажется, что проигрывал до этого тейкдауна Гагиев этот раунд, но этот тейкдаун сейчас может все Да, очень эффектно провел он его. перевернуть, можно сказать. И самое на главное, он не голову. остановился на этом, он продолжал работать в партере и наносить удары. Я думаю, если будет дополнительный третий раунд, удары в корпус могут, кстати, Гагиева решить исход этого поединка, если он Нет, смог сбить все уже сейчас будут дыхание объявлять. Абзатова. Единогласным решением судей в этом бою победу одержал участник синей экипировки. Да, И наш соотечественник Вячеслав Гагиев побеждает. Поздравляем его победой. Ура! поздравляем, отличный бой. Вячеслава, большое ему спасибо, то, что порадовал зрителей, нас и телезрителей. Да? Телезрителей всех, да. Церемонию награждения проводит И миллионов, которые смотрят нас вокруг земного шара. Кстати, пользуясь случаем, мы хотим передать привет Дани Уайту, да? Кстати, объявляют нашего прославленного кикбоксера Тимура Айлярова, который является близким другом Вячеслава Гаги. Он, кстати, выводил его на бой. Который недавно, кстати, одержал еще одну победу на профессиональной арене кикбоксерской. Да, кстати, я совсем забыл сказать то, что Вячеслав Гагиев представляет бойцовский клуб «Скифия», а Саид Магомед Абзатов клуб «Быстрый» из Чеченской Республики. Ну, если честно, я думаю, что Абзатов оправдал название с клуба, потому что действовал он по-настоящему быстро. Как настоящий скиф. Да, Гагиев как скиф, Абзатов как быстрый. Я готовился на другой турнир, и как-то в своем родном городе такое мероприятие, это для меня очень приятно. И хочется показать, что у нас в республике есть бойцы хорошие. И в том числе я тоже выступил на этом турнире, только вчера об этом узнал, что я выступаю. И с огромным удовольствием вышел, поработал. Соперник тоже неплохой был. Мы разменялись ударами. И красивый бой показали. Когда соперник хороший и обменялись ударами, то желание огромное еще только вперед. Как говорится, дома и родные стены помогают. И с огромным желанием выступил здесь на этом турнире. Спасибо,
кто организовал этот турнир, побольше бы таких турниров, потому что у нас есть молодежь, вы сами видели, уже 2 дня здесь дерутся все, и у нас очень молодежь растет, и почаще таких турниров в городе у нас, то будет приятно и выступать, и выезжать не только на республике драться, а выезжать на другие республики, да, на мировой уровень выйти. У нас есть потенциал, и тренера хорошие. Всем спасибо и тренерам, и организаторам, самое главное, этого турнира. Большое спасибо, поздравляем с победой. Спасибо. Мы продолжаем, да? Следующий бой у нас Ислам Далиев и Сослан Маргиев. Далиев представляет Чеченскую республику, ну а Сослан Маргиев хозяин ковра, представитель республики Северная Осетия Алания. Сослан пришел в спорт из Ветвандау. И будет интересно посмотреть на противостояние этих двух видов спорта, потому что так как спортсмены еще не такие прям опытные на профессиональной арене, я думаю, что их базовый вид спорта играет очень большую роль, и они вот делают большую ставку на него. Как мне кажется, только с опытом человек уже вбирает в себя все стороны смешанных боевых единоборств. Да, посмотрим. В принципе, достаточно рослые оба бойца. И весовая категория здесь 84 килограмма. Константин, ну, ой, какой серьезный размен. И да, вот вроде выжидали, и потом резко пошли в размен оба бойца. Пытается перевести бой в партер. Ну, пока бой проходит в стойке. Константин, мы немного отвлеклись на интервью Вячеслава, и я, если честно, упустил начало боя. Ну вот посмотри, какие размены. Бойцы, видимо, сегодня будут биться в стойке, я так смотрю. Да, да. Хотя ты знаешь, нет, вот если бойцы хороши в ударке оба, то может быть кто-нибудь переведет бой в партер и вот мы сейчас покажет свои первую умения. Попытку наблюдали, да. Ты знаешь, все больше и больше людей собирается вот в спорткомплексе «Динамо». Когда мы только пришли, и на любительских боях не было так много, что говорит о большом интересе к смешанным единоборствам в Владикавказе. И это не может не радовать. Кстати говоря, я вот не сказал то, что... Ой, хороший хай-кик проходит. Я забыл сказать то, что Сослан Маргиев представляет клуб «Юность России». Удар ниже пояса, к ниже сожалению, пояса. Опять небольшое нарушение правил. Ненамеренное, я думаю. В таких разменах такое часто бывает, к сожалению. Да, и вот. Чем ближе к главному бою вечера нашему, бою тяжеловесов, тем больше заряжаются зрители. Эта атмосфера чувствуется в зале. Досталось сейчас Маргиеву. И так он, по-моему, немного разозлился, да, на своего соперника. Да.
Назовем это благой гнев. Я был уже подумал, что рефери тоже включается в единоборство в партере, если честно. Но первый раунд закончился и достаточно равный бой. Как впечатление боя тебя, Константин? Ты знаешь, неоднозначный, если честно. Очень равный. Да, во-первых, равный бой, да, но с другой стороны, я ожидал больше активности в партере у ребят. Хотя, если посмотреть то, что один из них представитель ветвода, а другой кикбоксинга, в принципе, все логично. Закономерно. Да. Ну, судя по первому раунду, мне кажется, что, может быть, это будет первый бой, где мы увидим третий дополнительный раунд. Если бой продолжится так же равно, то да, на самом судьи деле, могут вот, решить, сейчас все начинается у них с чистого листа, да, и кто сейчас возьмет второй раунд, тот и станет победителем. Да, думаю, что да. Сегодня я здесь, кстати, очень много знакомых лиц наблюдаю, как представителей бокса, кикбоксинга, так и представителей борцовских видов спорта. Настоящий праздник спорта, знаешь, представители разных боевых единоборств собрались под одной крышей, и все так хорошо уживаются. Никто не претендует на то, что мой спорт лучше твоего спорта. Хороший лоу-кик от Маргиева. Да, за этот вечер этот самый динамичный бой в стойке. Прижимает Наилов Маргиева к сетке, но он успешно переводит. Уходит с этого положения. И первая попытка перевести бой в партер. И сейчас... Которая увенчалась успехом. Сейчас попытка провести Удушающий. гильотину, да. Гильотину, да. У Далилова. Сейчас слэмить будет, да, слэмит вот Маргиев. И выкарабкивается, вылазит из этого сложного положения. И теперь он в доминирующей позиции. И начинает добивать Наилова Маргиев в партере. Работает первый. И попытка провести треугольник. Я думаю, что ему лучше... Да, очень плотно берет треугольник Наилов. И это может увенчаться пытается успехом. Сбросить. Но Гагиев активно работает сверху. Маргиев. Маргиев, прошу прощения. Очень много людей собралось около сетки, и нам очень плохо видно. Да, в опасном положении. Активно поддерживает наши болельщики Маргиева. И он, да, он выбрался из треугольника, но дал руку, да. И... делает попытку провести болевой на руку. Нам зачем-то показывает секунданта. Вот, все, отпустил. Что в итоге там было? Изнурительный размен. Мы продолжаем. Концовка. Бушует зал здесь у нас. Да. Все болеют за своих. Здесь и много представителей Чеченской республики приехало. Много кабардинцев тоже тут. И балкарцев. Потяжелее задышал Маргиев после вот попытки Мдаилова провести треугольник, потому что очень сильно сбивает дыхание. Но я думаю, как говорят в боксерском мире, ему нужно провести концовку. Вымотались. И время заканчивается. Да, очень устали оба спортсмена. И посмотрим сейчас.
кому судьи отдадут победу. Уверен в своей победе Мдаилов, он поднимает руки сразу, чувствует, что сделал достаточно для победы. Но посмотрим, что скажут судьи. В этом и есть вся прелесть смешанных боевых единоборств, Константин, что ты не можешь выйти за счет одного вида спорта. Если раньше, в конце 90-х, на заре смешанных единоборств, когда был еще, вот, может, ты помнишь, мы на кассетах смотрели UFC и бои Прайда. Да. Бывало так часто, что вольник мог выигрывать только за счет вольной борьбы. Потом появился Ройс Грейси, который всем показал, что такое бразильское джиу-джитсу. С другой стороны, Марк Колман всем показал, что значит вольник, который добивает вас в партере. И тоже вот можно и сказать и представителях греко-римской борьбы, да. Там тот же Рэнди Кутюр, Дэн Хендерсон. Это отцы-основатели, можно сказать, современного ММА. И ну и надо быть Федор готовым Емельяненко, да, который раскрыл всему миру, что такое российское самбо. Дзюдо и самбо, и вообще, что знать. И вообще, я думаю, он показал, что он обратил внимание всего мира на российское ММА. И все поняли, что ведь Федор долгое время считался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. И я думаю, за счет авторитета Федора все начали опасаться российскую школу ММА. Ну и, кстати говоря, по-моему, до Федора начал выступать Олег Токтаров, наш единственный чемпион UFC. В этом бою и объявляют победителя. Победит. Боевая ничья. Я думаю, это справедливое решение. Сослан Маргиев и Ислам Далиев. Бой завершился в ничью. Интересно. Очень хороший бой показали они. Да, очень динамичный бой. И в партере, и была продемонстрирована техника джиу-джитсу, и хорошая работа в стойке. Наверное, тогда они вдвоем будут давать после матчевое интервью. Как ты думаешь, Константин? Скорее всего, да. Это будет справедливо. Теперь представители двух этих замечательных республик встретились в клетке, но выяснили отношения в пределах правил. Все было по-спортивному. Очень достойно. Пожелаем удачи этим молодым бойцам. Да, вот сейчас будет награждение. И награждение проводит замечательный тренер Роберт Фарцинов. И поднимает обоим руку. Большая благодарность ребятам за очень хороший бой. Мне еще кажется, Константин, что самые объективные судьи — это зрители. И я не слышу негодования или споров, и возмущения решением судей. Я думаю, зрители тоже считают, что это ничья. И после награждения нас ждет заключительный бой вечера. Здесь у нас будет... тяжеловесы. Да, два представителя республики Алания, Сергей Малышев и Заурбек Кулаев. В октагон приглашаются бойцы весовой категории до 120 килограммов. В красном углу боец, представляющий клуб «Саньда». Его базовым видом спорта является ушу саньда. Встречайте, Кулаев Заурбек. Да, и вот первого приглашают Заурбека Кулаева. Он представитель бойцовского клуба «Саньда». Ну и, соответственно, занимается тоже базовый вид спорта. У него это ушу саньда, который очень похож с боевыми единоборствами. Главный бой вечера, Константин. Да, кульминация всего дня. Не хочется задевать другие весовые категории, но тяжеловесы... Это тяжеловесы. Да, это самые интересные. Самые интересные бои. Не зря это, как говорится, элита любого спорта, особенно боевых единоборств, это тяжеловесы. Как и в боксе, так и в вольной борьбе. Самым популярным всегда бывают тяжеловесы. Хотя я считаю, что иногда не совсем справедливо, может быть, знаешь. Конечно, но люди любят больших людей. Это бывает ярко и очень интересно. И у нас начинается первый раунд. В синем углу Сергей Малышев, в красном Заурбек Кулаев. Оба представители Северной Осетии, Алании. Пожелаем ему удачи. Да, Малышев уже очень опытный боец у нас. Он чемпион России по ММА, чемпион СКФО по панкратиону. Базовый его вид спорта — это грэпплинг.
Ну и представляет он клуб «Спарта». А Заурбек Кулаев нас представляет клуб Да, да, я это уже говорил. Все, начинается у нас бой. Не услышал. Так как это тяжеловесы, права на ошибку у них здесь практически нет, да. Ни у кого нет. Один удар может решить все. Тем более в этих маленьких перчатках. Очень задорно начал Кулаев бой. Но я думаю, надо... Ой-ой-ой, какой удар с правой. Пропускает Малышев серию ударов. Очень тяжелых. Как я и говорил, Кулаев очень задорно начал. И вот, можно сказать, без комплексов. Вот сейчас в партер попытка перевести бой. Ну, Малышев представитель грэпплинга, так что ему-то наверняка будет комфортней в партере. Вот сейчас нам подсказывают, что интервью Маргиева и Мдаилова будет в перерыве между раундами, так что не переключайтесь. Нас ждет интересная трансляция, как и бой, так и интервью бойцов, бой которых завершился в ничью. Да, Тяжело задышал Кулаев, Константин пропускает сразу несколько ударов и отправляет на настил. Да, отдает спину, по-моему, да? И забирает спину. Вот очень опасное положение это для Кулаева. Да, и вот сейчас Малышев проводит серию такую по голове. Я думаю, если это так будет продолжаться, то судьи могут остановить бой. Если Кулаев не будет отвечать на атаки Малышева. Это очень Сейчас, опасный удар в сейчас район по сути, виска. это получается пассивная защита, а судьи очень не любят такое. Ну, я думаю, для Малышева это его комфортная зона, это грэпплинг, и он... Конечно, конечно. Вот буквально град ударов обрушивает на Кулаева, и судья внимательно смотрит на это. Я думаю, сейчас это может быть остановкой. Кулаев не закрывает лицо, и да, судья останавливает бой. Да, все, победа Малышева. Техническим нокаутом, наверное. Да, вот так вот закончился главный бой нашего вечера. Да, поздравляем Сергея Малышева. Ну, а Заурбеку Кулаеву не отчаливаться. И я думаю, все у него впереди. Он показал очень хорошую ударную технику. Пережил шторм, да. пропустил очень сильный удар. Он и даже побывал на стиле ринга, но это не помешало ему закончить бой в первом раунде. Да. Сейчас наш коллега Батрас Пухаев будет брать интервью, кстати, с Усланом Маргиева и Исланом Мдаилова. Да. Интересно послушать реакцию бойцов, бой которых завершился ничьей. Да, к сожалению, вот сейчас уже закончились наши бои, но мы еще остаемся в эфире. Вот здесь... Мне кажется, даже судья, может быть, поздно остановил бой, потому что пропустил много лишних ударов Кулаев. Да, вот сейчас он только поднялся. Ну, реально стоит отдать ему должное, очень долго терпел. Да. Ну а Сергея Малышева еще раз с победой. Всегда неприятно видеть докторов в ринге. Прошу прощения в октагоне. Да, у нас сейчас награждение. Надо отметить, что было очень символично, что главным боем вечера был бой тяжеловесов. Это тот самый вес, в котором выступал сам Юрий Мильзахов. Да. И как ты видишь, вот сейчас на октагон поднялся отец Юрия Мильзахова, и он сейчас награждает победителей.
И вот вручает кубок Сергею Малышеву. Это символично, да. Теперь мы ждем победителя последнего боя нашего. Это Сергей Малышев. Спасибо вам за внимание. Ну а мы сейчас слушаем интервью. Сергей, поздравляем с победой. Как можешь прокомментировать бой? Да легко ли далась тебе победа? Спасибо за поздравления. Победа не всегда легко дается, когда ты пашешь и пашешь. Благодаря моему тренеру я выиграю, спасибо ему. Вот Галустян, Артем, мой тренер, мой брат, мой друг, мой наставник. Я ему благодарен за то, что он меня тренирует. Я знаю, готовлюсь, я буду выиграть, побеждать. На этом турнире ты один из самых опытных бойцов. Как можешь прокомментировать общий уровень всех участников? Все бойцы хорошо выступали. Я себя еще не считаю настолько опытным. Все парни молодцы. Все показали мастер-класс. Большое спасибо еще раз. С победой. Так, это был Сергей Малышев, победитель главного боя вечера. Который подарил нам очень много ярких эмоций и раскрыл многих талантов, да, которые сегодня выступали. Будущих чемпионов. Будущих чемпионов, конечно. Удачи всем. Ну а с вами были дай Константин Диваев и Георгий Цгоев. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Любите спорт.